Всем привет! Мы едем в Нюрнберг. Нам нужно разобраться с билетом. В общем, у моего сына Deutschland Ticket. Но когда мы его купили, это подписка ежемесячная. И с нас снимали деньги каждый месяц, но что-то не подгрузилось в приложение. И долгое время ему был доступен только майский билет. Мы на прошлой неделе разобрались, нам включили его билет, все. Но он все это время был у него. А на сайте Deutschland всегда было сказано, что если у вас какие-то проблемы, большая очередь, нам трудно вам помочь, подождите до 30 июля, да потом подождите. Мы все ждали, нам никто не отвечал, мы письма писали, все. Служба поддержки не отвечала. 21 июля в метро к нему подошли проверить билет. Он подает этот билет, говорит вот так: итак, у меня QR-код старый, но билет у меня есть. Вот чеки, что с банковской карты, каждый месяц снимались деньги. Что мне делать? Я же оплачиваю билет. Билет существует. Они что-то покивали, выписали ему какой-то билет. Зачем-то непонятно, зачем, хоть у него есть билет. Ну и оказывается, выписали штраф на 60 евро. Вот. За безбилетный проезд. Хотя у него есть билет. И все это время нас кормили завтраками. Потом еще и, оказывается, пени. 5 евро на чай следом. Вот сейчас мы едем разговаривать, спрашивать в бюро, как нам дальше быть, что делать. Такая вот история приключилась с нами. Не знаю, что нам ответят, потом расскажу, что ответили. Ну, надеюсь, нам не придется подавать в суд. Вот так. Мы приехали в Нюрнберг. Вот сейчас собираемся пойти в этот сервис. Спускаемся вниз. Идем вот в этот выход. Вот тут еще рядом книжный магазин. И вот это вот поворачиваем налево. И с правой стороны называется Райзен, наверное, да, центрум? Райзен центрум. Сейчас, вот он, Райзен центрум. Нам туда. И вот тут вот есть такое вот как табло. И там нужно выбрать. Мы берем всем. Общий. Да. Вот. И сидеть в очереди 5-10 минут. Все, вот сейчас сидим и будем разбираться насчет билета. Вот так здесь все выглядит. Вот такие вот администраторы сидят. И они консультируют по талонам в очереди. Вот есть табло, оно объявляет, какая очередь. Вот. Ну, тут так красиво прям. Здание старое, люстра. Поздравьте нас, мы отсидели в очереди зря. Потому что мы пришли не в тот сервис. Нам нужно было в ПАГ. Это находится ниже этажом. Поэтому пошли искать дальше. Мы идем куда-то вот сюда, но я не знаю куда. Вниз. Вниз. Ну что нам вниз, да? Да. А, это там, где большие очереди? Да, где большие очереди. Ой-ой-ой. Вот он, ФАГ. Видите, нам вот в этот кунденцентр нужно. Надеюсь, он работает. Работает, да? Да, он работает. Пошли. Здесь вот очередь. Тут распределено все по короне до сих пор. Поднимаемся обратно наверх. Сказали, что Максиму выдавали штраф. Он должен был в течение 10 дней его обжаловать. Раз он его не обжаловал, он все равно виноват. И его все равно заставят платить штраф. А он не знал, что это штраф. Он думал, что это билет. Что ему дали замену билета. Ну, сейчас поедем вот опять наверх. Делать выписку о том, что он оплачивал за июль билет. И будем смотреть. Мы вышли снова из этого офиса. Получили бумагу о том, что Максим оплачивал билет в июле, так же, как и во все остальные месяцы. Вот его подписка там указана, что у нас в мае оформлено. Сейчас пойдем обратно. В общем, история века продолжается. Мы
зашли, показали о том, что за июль Максим, так же, как и за все месяцы, оплачивал билет, но раз штраф 21 июля, им нужно было именно подтверждение оплаты июля. Вот. Мы все подали молча. Женщина говорит, я вам все уберу, но 12 евро вам придется заплатить, потому что Максим, когда брал у них серую бумажечку, подумал, что это они ему билет выписывают до дома. А Там это было был... написано, что это билет, и мне сказали, что это билет. Да, ему сказали, ввели немножко в заблуждение, либо у него языковой барьер, он не совсем понял. У меня был переводчик. Вот, рядом был мальчик, который, типа, ну, очень хорошо знает немецкий, может, он тоже немножко не понял. Вот. Ну и в итоге они не поняли, ребятки, и подумали, что это билет до дома вместо неработающего QR-кода, что, мол, раз программка зависла, когда билет у него проверяли, что у него вот с этим билетом типа зависаловка была. И он подумал, что это ему просто вот дали доехать до дома, мол, какой-то документ. Он его спокойно выбросил, а мне ничего не сказал. А это был штраф на 60 евро. Да. За безбилетный проезд. 5 евро дополнительно. А 5 евро нам уже потом насчитали за то, что мы его в 4-дневный, да, или 10-дневный 10-дневный срок и не обжаловали, и не оплатили. Нам еще 5 евро сверху штраф сделали. Этот не штраф, а пеню. Пеню, да. В общем, когда мы пришли, она говорит, если бы вы в 10-дневный срок после выписки этой серенькой бумажечки пришли, у вас бы вообще все было бесплатно. Бесплатно, У абсолютно. вас бы ничего никто не ни претензий никаких, просто убрали бы штраф и все. А так, вы и доказательства принесли, но 12 евро, пожалуйста, приготовьте. Да, отправка. Ну, мы, конечно, уже спорить не стали. И так набегались и намучились по всем этим бюро. Решили 13, заплатить. конечно, не 65. Но Максиму будет урок. Я еще на него натявкала, потому что он в бюро сказал, незнание закона не освобождает от ответственности. То есть еще сам себе. Вот, ну и я подумала, что его надо отметелить. И отругала. Вот. Ну, в общем, такая вот история произошла. Хождение по мукам это называется. Да, если нужно следить за тем, что бумажки какие дают, и не выбрасывать. Да, в Германии все бумажки нужно собирать и говорить об этом родителям. Тщательно переводить, что там написано. А не так, как Максим Бурну думал, что это билет ему выдали. Ага. Одноразовый, Одноразовый билет. Доедешь до дома. Доехал на 65 евро. Ну, бывает. У них из-за того, что ввели Deutschland Ticket, очень много ошибок с приложением. Так, конечно, у нас-то было так, что ему в мае мы оплатили Deutschland Ticket, а ему поменяли его номер. И он у него очень долго не подгружался, а мы не знали почему. Мы приехали вот буквально неделю назад, разобрались. А до этого мы даже в это бюро попасть не могли. Мы и онлайн, и письма им, и всяко-всяко. Они не восстанавливали нам билет, потому что думали, что мы должны, видите ли, вот этот поменянный номер знать. А откуда мы будем его знать? А есть люди, у которых по 2, по 3 раза за Deutschland Ticket в месяц списывают. Это и они не очень могут часто, найти да. правду. Вот, ну, в общем, такая история получилась. Мы пришли в Макдональдс. Тут, видите, картинная галерея. Мальчик жующий. Кстати, сегодня такой теплый день. Вообще жарко на улице. Можно смотреть сверху, как ходят люди. Так, сумки. Да не, мне не это нужно. У меня порвался рюкзачок. Представляете? У него оторвалась лямочка. И придется, наверное, купить еще и рюкзачок себе новый. Вот такие пироги. Мы пошли в магазин GameStop. Вот магазин GameStop. Зайдем туда. Посмотрим. Такая Максимкина спина вместо товаров. Давайте хоть немножко, хоть раз пройдем. А то я все показываю одно и то же. Одни и те же фигурки Funko-Pop. А тут же много всего есть. Видите, всякие огромные мягкие игрушки, динозавры, есть Грут и разные вот такие. Есть даже вот такие прикольные всякие одноглазые. А вот Наруто игрушки. Вот это вообще классная игрушка.
каша. 23 евро стоит. Вообще крутая. Вот есть клинок, рассекающий демонов. Забыла, как его зовут. Рангоку. Рангоку его зовут. Так, а это кто? Этого я не знаю. А ты кто? А ты просто bubble tea. Так. Тут всякие товарищи живут. Тоже рангоку вообще очень много. Это кто такие? Не знаю. В общем, таких много товарищей. О, Боруто, каваки. Ничего себе, какие маленькие кавакочки. Сколько такой кавакочка стоит? 8 евро. Ой, классно вообще. Смотри, Максим, какой маленький кавакочка тут. Ну, да, вот эти по 8 евро. Вот эти прикольные, да? Я на улице. Да, только деньги отдай. Зачем тебе деньги? Ну, а вдруг мы что-нибудь купим? Зачем мы будем покупать, да? Вон там Если же какие. хотите купить, выйдите. Хорошо, зайчик. Жадный. Видите, мужик-то должен быть жадный, но домовитый. Все в дом, все в дом. Недавно разговаривала по телефону с бывшим мужем. Он мне говорит, ты же знаешь, что у меня патологическая жадность на деньги. Я говорю, вот самокритично. Ну, самокритично же. Ну, тут то же самое. Бедный ребенок. Хочется же купить все фигурки сразу. Мне вот эти беловолосые товарищи нравятся. Не могу прям, что в маленьком варианте, что в большом. Вообще такие красивые. О, блюющий Наруто. Я все время его смотрю. Это Изуму Камизуки. Ну, я в смысле из Наруто серии. Я его называю блюющий Наруто. А тут Боруто есть какой-то Шинки. Я такого даже персонажа в Боруто не знаю. Это у меня непросвещенность. Ой, Максим в этот раз хотел вот такую сараду. Представляете? Я просто видел. Ну, в смысле, понравилось. Тут по 16 евро, не как в Мюллере. Ой, что там еще есть? Интересный товарищ. Кто там? Тут кто? А, это тоже этот Мадара Учиха. 6 путей. Так. Тут кто? Алхимик. Ой, тут этот Мамашики. А мне нравятся всякие вот такие синенькие фигурки. Синелицы. И из этого очень нравится. Вот из злодеев, да? Из злодеев нравится. И нравится очень из Гарри Поттера. Особенно ведьмы. Вообще обожаю. А вон там вот все опять хокаги собраны. А сколько хокаги Вов здесь? Ой, Вов. Как тебя зовут, Максим? Сколько здесь хокаги стоит, интересно? Скорее всего, 50. Ну ты же дурочка. Вот возьми, да посмотри на дно. How much is the fish? Да, 50 евро. Она. И так кусачи, знаете, так каждый раз мы ходим, пускаем на них слюни, они такие, так кусаченько стоят. Ну, этот тоже, да, по 49,99, да. Раз такие, опять нет, опять нет. Это сюда посмотри просто. Ой, красавчик какой. А что ты так стоишь-то? Конечно. Что ты, красавчик, так стоишь? Почему ты? Можно с тобой позаигрывать? А зачем я тянулся до последней полки? Как обычно. Так. Это все драгонбольщики, да? Драгонбольщики.
Ну что, все, насмотрелись опять. Все, выходим. Вот тут еще есть всякие вот такие товарищи красивые. Ой, так плохо видно. Вот. Это Виллианс Дисней, злодей Диснея. Ну и тут, конечно, вот этот товарищ, да, 49,99. Вон там кто-то еще. Кто это? Графдок. Дарт Тиранус. Ну ладно, отчаливаем. А что мне не фокусируется? Ну-ка, вот фокусируется. Ходим к жадному Вове. Вот он. Смотрите на это лицо. Зашли в H&M. Сумочку мне поискать. А почему на второй этаж-то идем? Мы же на первом должны искать. Упс. Упс, я сейчас спущусь обратно. А вообще сумочки тут есть интересные или нет в H&M? Ну хотя тут на втором этаже тоже женские же, да? Сейчас здесь тоже посмотрим. У меня рюкзак порвался. Рюкзак порвался, надо искать сумочку. Максюш, посмотри, где отдел с сумочками. Видишь где-нибудь? Или вообще тут сумки не продают? Не, вот смотри, вот уже башмаки какие-то пошли. Башмаки. Вот это бери сразу. Конечно, сынок, спасибо. А может мне вот это ведрышко взять? Прям любит мать. Любит. Ну, неплохие вроде кеды. Кепки. О, там что-то есть. Что-то про меня. Что-то про меня. Ну, это же не рюкзаки. Это же мне не подходит тоже. Это клатч. Нет рюкзаков. А рюкзачков не видишь? Нет, нет. Да. Не в тот магазинчик-то я зашла, не в тот. Эх. Ау, а что-то есть. Нет, простите. Это тоже просто ведрышко. Так. Рюкзачки приличные женщины не носят, видимо. Да. Носят все что угодно, но ведь не рюкзачки, правда? Да. Боже, балетки. Вот я ношу балетки, да. Господи, вот было бы у меня желание ходить по магазинам. Вот даже не во времени дело, да? А хоть в каком-то желании. У меня его нет. Нет от слова совсем. Я люблю ходить по хобби-маркетам, по книжным, но уж никак не по магазинам одежды. Это ужасно, я вам скажу. Тут постоянно такая свалка людей. Потому что люди-то любят ходить по магазинам, а я-то нет. Так что свои 100 евро я взяла. Абсолютно зря в H&M. Это магазин не про меня просто. Вот такие пироги с котятами. Хотя вот знаете, вот если бы у меня было хотя бы немножко терпения, я бы оделась с ног до головы, а не ходила как Маня. Ну, вот так бывает. Последняя надежда. Тут еще бьюти. Ой, всякие расчески пошли. Ой, посуда. Ой, где я? В H&M и это есть. Смотри, какие вазы. Шикарно. Ой. И вазы, и какие-то корзины, еще что-то. Но это точно, опять же, не про рюкзаки, правда. И такое одно ведрышко опять висит, плетеное. Максим такой меня сопровождает, как гордый царь. Ладно.
Есть вот вообще бьюти-блогеры всякие, и блогеры одежонок вот этих всех. О, как им в жизни не повезло все это постоянно перебирать. Это ужасно. Я не представляю, вот я бы все время примеряла и показывала, устраивала бы показы мод. Ужас, ужас. Быть тарологом в 100 раз, конечно же. Теперь мы зашли в Нью-Йоркер. Здесь очень большие скидки на все. На все и даже больше, чем все. Вот. А почему на следующий-то? Мы же в женском отделе. Вот как всегда. Все идут зачем-то на второй этаж, зная, что покупают только всегда мужскую одежду, а на женскую никому не приехала на второй этаж. Тут всякие очи черные. Мне сказали, что вот этот лифчик это мужской. Нет, я просто не все понимаю здесь. Все правильно, да. Тут тоже женский отдел. Сколько нижнего белья, боже. Всякие топчешки. Кстати, они на платформе. Вот не знаю, у меня все время вот через вот эту дырку выпадает нога. Она слишком узкая. И у меня всегда выпадает нога. Я не могу носить такое. Сумочки? Ага, сейчас посмотрим. Ой. Я всегда все покупаю для себя не очень дорогое. Но эти мне не нравятся совсем. Это я такое не ношу. Такое тоже не ношу. Ой, какие прикольные тапочки. Вот через это у меня вывалится ножка опять. Так, шляпы. Все-таки нашла полку с рюкзаками. И вот такой рюкзак за 25 евро. Хочу взять. Так, идем на кассу. О, можно и внизу. А где Максимка? Не знаю. А здесь спуск. Сейчас ему посмотрим. Интересные жести здесь. Так, мы идем на следующий этаж, чтобы найти Максима. Потому что он как обычно. Мы приехали. Такие мишки прикольные. Где наш малыш? О, вот он. Размеры. А? Как что нафиг тут размеры? В штанах? Да. Мерить. Пока не примеришь, никаких размеров не будет. А Вот тут это- вот есть примерочная Да, свободная. это Заходите. понятно. Эска нет. Ты потому что максимум это М, по-моему. М? Тогда, Не может такого значит, быть. Сейчас я посмотрю. Мы купили кучу одежды для Максима. Значит, худи, И сумку тебе. кофту, рюкзачок для меня. Опять мы сигналим. Придется нам заходить обратно. Вы выйдете, я сейчас посмотрю, Да. что. В общем, еще штаны. Это мы пикаем. В общем, Вова пошел разбираться. А мы пошли в Талию, потому что у меня нервы уже не выдерживают. Мы купили ему штаны Максиму. Вот. 2 кофты вот эти. Мне рюкзачок вместо моего сломанного. Получилось 100 евро почти. Мы вообще думали, гораздо дороже будет. Приготовили уже там 110. Вот, но оказалось только 100. Даже 95, да? Вот, 5 евро еще сдачи сдали. Вот. Ну, поищи просто. Максим мангу ищет. Тут такой переворот в Талии из-за ремонта 2-го этажа. И мангу всю куда-то дели. Ich habe mir dazu tatsächlich eine auf seinen Kopfschmerzen. Я буду на улице. Иди.
Камушки рассматриваем. Очень красивые, да? Эти тоже. Ну, все красивые, конечно. Особенно агаты. Гематит. Тут, значит, вот эзотерический отдел. Карты Таро. Я их всегда вам одинаково показываю. Тут мало что меняется, если честно. Привоза не было. Привоза вроде бы не было. Но если каждый день смотреть, то разницу всегда можно увидеть, да? И мы смотрим постоянно, следим. И вот пока ничего нового не вижу. Все вроде бы по-старому, да? Максим уже на улице нас ждет. Там люди что-то очень сильно так ругаются друг на друга. Куда ты нас завел? Да, Я пойдем. завел нас на прямой выход. Куда прямой выход-то? Вот сейчас за углом. Там, где мы были,